многие же даже компании же называют сначала есть дети, потом в честь детей называют компанию. У меня тоже наоборот. Сначала фирма была, я потом уже женился и все остальное. Потом дети, и потом сына назвали в честь. Кішкентай баламыз. 4 баламыз бар. Семьям Алматыда тұрады. Жолдасым Жамалдікі. Мен өзім осы Федоров ауданы, мына жерде Кенерал дейтін жер бар. Тоже қазақтың жері. Мен атам мұғалім болған, директор школы, қазақша именно. В кезде же было же сложно. В каждой области одну казахскую школу делали, и все. И в областном центре там интернат, и типа не вякайте, нате вам, дегенде. Ну, это так было, в принципе. А мен атам поехал, и вот сол Кенералда ауылда была русская школа и казахская. И он эту поехал, добился, сделал, и был директором школы потом этой казахской. Он сам заслуженный учитель Казахстана, отличник просвещения. И сол, екінші көше, он вторая улица, я сол атамның атын қойдым, Мусабека Османова дейді. Мынау Турар Рыскулова. Сосын ана жақта тоже бір көше бар, шет көшесі. Оны енді у нас тоже политический вопрос такой. И екі көше қазақша, екі көше орысша. Одна улица Братышева, сол осы ауылда еще в 50-е годы он был директором, там 54-й, 57-й что ли. И он получил Героя соцтруда. Да. Вот в честь него вот это, он был директором совхоза. Этот совхоз вообще был один из первых, который в советское время образован. Советское. Вот даже в истории СССР есть, по-моему, в 28 году даже был. И тоже на жерде маленькая, так как переулок тоже, Ольховский деятельный. Осында Митрофан, дед Митрофан. Он здесь 25 лет управляющим был, именно здесь в поселке. Енді осы ауданда за все время, когда Советский Союз был, бірда директор болмаған қазақ. Никого не было, ни одного директора. За всю историю вообще. Ну ничего, мы работаем. Всем показываем, что можем работать. Не только в этом районе. Да, тут пол Казахстана нас знает тоже. Я вот первый начал строить дома в 2012 году, вот Саур Зинченко, Саур деятельный для себя, агрофирма Родина под Астаной. Они когда приехали, они охерели. Я вот первые 5 домов построил, внутрь завел, все. Они молча уехали, Саур начал сразу строить. Да, и в 2013 году он героя получил. Вот я первые 5 домов, он поехал к себе, начал 8 домов строить. Ферму я вот тоже один из первых строил. Я начал, и они в 2007 году. У них там консультанты немцы сидели вообще с Германии. А я сам, потому что я очень много ездил. В Америке, Канада, Россия, Украину, все объездил, Германию. И потом, когда я построил, я их позвал. Я поехал, их не посмотрел, потом приехал, их позвал. Я говорю, приезжайте. Приехали, они за голову схватились. Потом они следующие начали вот по моей технологии как бы. Там навозоудаление, там много чего там. Все начали по-другому делать. У нас вот как бы 3 таких этих, қазір айтады ғой, соцпакет дейді, соцпакет. Енді бірінші енді вот любой человек, кто заболеет, любые операции мы за счет предприятия оплачиваем. Любые операции, даже какие-то вот исследования, там то, допустим, заболел, ну, енді грипп, конечно, нет там такие, а что-то серьезное. Но даже когда вот этот карантин, ковид, мовид, вот эти КТ, какие-то анализы там сдавать, да, КТ пройти там 15-18 тысяч, это тоже деньги. А если это все за счет предприятия, человек чеки собирает, приносит сюда в бухгалтерию, сдает, ну, пишет заявление там чисто по-бухгалтерски, там прошу оказать материальную помощь. Это чисто для бухгалтерии, для отчета. Все, деньги ему все это возвращается. Кому надо, если большие суммы аванс, мы аванс даем именно на лечение. То есть лечение полностью все за счет предприятия. Второе, вот у кого дети учатся, мы оплачиваем за обучение детей. Обучение детей. Любой университет.
И независимо он потом вернется к нам, не вернется по этой специальности, на медиков, на учителей, все за счет предприятия оплачиваем. Любые университеты. 2. Третье. Еще вот с 97 года, когда я начал работать, я еще тогда платил детское пособие по рождению ребенка. Ну тогда у нас было там 15 тысяч, потом мы нарастали. Вот на сегодня 150, сейчас хотим еще поднять. Вот на следующий год будем. Вот до этого года, сейчас же все подорожало в этом году. Со следующего года вот мы вот платили 150 тысяч тенге, единовременное пособие от предприятия. Но я платил людям, чтобы молодежь поддержать, чтобы молодежь поддерживать. По рождению ребенка, детское пособие. Вот так вот. Третье, вот четвертое, вот люди, которые живут у нас в новых домах, когда выходят на пенсию, то есть полностью освобождаются от коммунальных услуг, за свет, за отопление, за, в общем, все, за воду, за аренду жилья, они полностью освобождаются. И то есть будем говорить, до конца жизни будут жить бесплатно. Это несмотря на то, что они уже не работают у вас? Нет, несмотря. Но там есть определенные условия тоже. Для того, чтобы вот это выполнялись эти условия, надо тоже есть определенный период времени, когда они должны проработать. Вот, допустим, чтобы здесь, вот в домах жить, не менее 15 лет. Вот также по лечению, допустим. По лечению тоже, допустим, чтобы проработал не менее 3 лет. Потому что если у кого-то серьезные, допустим, заболевания, да, человек, сейчас же все люди же, тоже есть много таких негативных нюансов, да. У кого-то серьезная болезнь, он услышит, что вот Урале оплачивают за лечение. Он придет сюда, допустим, месяц поработал, скажет: ой, а мне надо операцию за 100 тысяч долларов делать, да? Так же, да? То есть это не пойдет. То есть хотя бы должен 3 года проработать, тогда мы все это оплачиваем. Вот так же и по жилью, то есть он должен проработать не менее 15 лет. Тогда он... Это для чего это делается? Для того, чтобы вот молодежь, она когда это все видит, и он тогда думает, что мы все стареем и выйдем все равно на пенсию. И у него тогда вот есть какая-то, мотивация и то, что когда он выйдет на пенсию, он будет уверен, что если мне дадут дом, допустим, будет достойно работать, дом дадут, и я достойно встречу свою старость уже. То есть коммунальный платить ничего не буду, благоустроенный дом, то есть печку топить не надо, вода, санузел, все там, стиральные машинки, автоматы, все там стоит, бытовая техника, все. То есть так. То есть все нормальные условия для того, чтобы уже старость встретить. Плюс вот в 2019 году, в том населенном пункте, не вот тот называется Чистый Чендак, у нас Камышный, я построил фельдшерско-акушерский пункт, 300 квадратных метров, ФАП. То есть там у нас 5 медиков работает, скорая помощь есть. Я вам скажу, что вот здесь, допустим, даже медицинское обслуживание даже лучше, чем в городе. У нас все, даже скорая помощь, даже если надо в город хоть куда отвезти, там час и в городе вот этот ковидный центр. Я хочу построить хороший садик и очень заниматься детьми, хороших воспитателей, даже откуда-то привлечь таких грамотных, умных, чтобы именно детей воспитывали нормально. Даже вот этих, кого привлекать будем, новые дома благоустроенные, заселим. И хорошую зарплату буду за счет предприятия, чтобы молодежь нормально росла. Я вам просто честно скажу, у меня молодежи много, специалистов очень много. Я всегда, я их учу так. Я говорю, самое главное в жизни, не делайте 2 вещи. Никогда не врите и никогда не воруйте. Все, это 2 вещи. Больше ничего. И все. Не знаю, если, начиная сверху, если бы нас, молодежь учили бы так, никогда не врите и никогда не воруйте. У нас никогда не было бы ни коррупции, ничего. И все были бы честные. Да? Асфальт салганда, здесь уже заасфальтировали. Под низом я все бетонировал.
бетон. Армированный бетон заливал и потом сверху асфальт. На жерде енді Құдай қаласа хотим тоже вот это старье уберем. Енді вот этот дом разберем. Здесь у нас по генплану здесь 2 дома. Потом здесь вот так вот магазин большой. У нас есть магазин, он там маленький. Магазин сделать. Потом дом культуры поставить. Вот садик. Это каждый год-два один проект делать большой. Ну, такой что. На жерде на водопровод я тоже вывел. Видите этот треугольник, где вода, как этот колодец. Пожалуйста, здесь хочу фонтан большой сделать прям. И под... А? Ну да. Да. И потом уже здесь площадь, деревья посадить, скамейки. Детей у нас очень много детей, у меня молодежи очень много, потому что зарплата очень хорошая. Это вот эти дома, они живут, значит, вот аренда, 10 тысяч тенге в месяц аренда, ну и плюс коммунальные услуги. Коммунальные услуги, вода по счетчику, понятно, свет по счетчику. Отопление зимой 20 тысяч в месяц за отопление, летом 10 тысяч. Потому что этот же котел, он же воду, да, греет, бойлер, он котел-бойлер. Он же, то есть зимой, летом, я вам вот честно скажу, даже в Кустанае все лето, да и во всех городах тоже. Летом же постоянно ремонт, копают, меняют там в городе, даже в городе вода есть, нету. У нас такой проблем нет.